Выездное заседание проектного офиса министра экономического развития республики Сергей Новиков начал с благодарности сибайцам за теплый прием. Далее подробно рассказал бизнес-сообществу о проводимой в Башкортостане работе в части формирования благоприятного инвестиционного климата, отметив, что наш регион за последние 2 года поднялся в национальном инвестиционном рейтинге с 40-го места на 13-е. Руководитель министерства остановился на применяемых в республике мерах господдержки инвестиционной и предпринимательской деятельности, выделив такие преференции, как льготное налогообложение, предоставление земельных участков в аренду без торгов, субсидирование затрат инвесторов. В целом республика ведет работу, в общем-то, в соответствии с теми методиками, которые сегодня есть на федеральном уровне. Нам помогает агентство стратегических инициатив. Вообще бизнес-климат меряется по 45 показателей. Это есть и меры поддержки бизнеса со стороны законодательства. Это и конкретные меры по подключению к электрическим сетям, газовым сетям, тепловым сетям. Это и различные меры государственной поддержки бизнеса, это и, в общем-то, выдача тех или иных разрешительных документов или там работа, связанная с устранением административных барьеров. По этому направлению, в общем-то, по всему спектру у нас намечены шаги, реализуется в республике соответствующая дорожная карта. За каждым показателем национального рейтинга закреплен ответственный республиканский орган власти, который отчитывается перед проектным офисом, и, соответственно, его есть представитель в проектном офисе, который отчитывается, что сделано, что улучшено. Необходимо отметить, что в ближайшее время данный перечень будет пополняться. Прорабатываются вопросы определения правопреемственности получения преференций в случае реорганизации предприятия, установления льгот по налогам для участников специальных инвестиционных контрактов, увеличение срока предоставления налоговых послаблений вне зависимости от капитальных вложений до 10 лет. Кроме того, Сергей Новиков особое внимание уделил направлениям применения механизмов муниципально-частного партнерства, вопросам внедрения института оценки регулирующего воздействия, а также инструментам организации обратной связи с бизнесом региона. В продолжение заседания выступил первый заместитель министра экономического развития Башкортостана Валерий Исхаков. Он остановился на проблемах, с которыми сталкиваются субъекты малого предпринимательства при участии в государственных и муниципальных закупках, а также способах их разрешения. В ходе заседания эксперты проектного офиса рассказали о вопросах кадастровой стоимости земельных участков, подключения к сетям энергоресурсов и газораспределения, государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения. Эти и многие другие важные темы затронули заместитель председателя Госкомитета по строительству и архитектуре Артем Ковшов, заместитель председателя Госкомитета по тарифам Эмилия Абдулина, заместитель генерального директора общества «Газпром Межрегионгаз Уфа» Андрей Боярко, заместитель министра земельных и имущественных отношений региона Ильнур Абсалямов. Новым законом о государственной кадастровой оценке, так же как предыдущим законом об оценочной деятельности, предусмотрено информирование заинтересованных лиц, это собственников земельных участков и объектов капитального строительства, за 60 дней предварительным проектом об итогах кадастровой оценки. Эта информация размещается на соответствующих ресурсах сети интернет, где любой заинтересованный заявитель, хозяйствующий субъект может подать свои предложения и возражения относительно качества произведенной оценки по его объекту недвижимости. Это все делается для именно общественного обсуждения предварительных итогов государственной кадастровой оценки. Предусмотрены льготы по аренде имущества. Действительно могут воспользоваться все арендаторы государственного имущества. И при этом мы предусмотрели в целях поддержки именно субъектов малого и среднего предпринимательства, когда арендаторы платят арендную плату за первый год пользования имуществом в размере 40%, за второй год пользования в размере 60%, за третий год 80%. И только на 4-й год арендатор выходит на полную оплату арендованного имущества. Если можно так выразиться, практически в лицо всех наших потенциальных инвесторов, и уже сегодня достигли такого уровня, что некоторые инвесторы, многие инвесторы, они как бы только начинают задумываться о каком-то развитии, о газификации. То есть мы уже вместе прорабатываем возможности газификации. То есть превентивно на берегу. Это очень важно. Второе, о чем мы добились, это мы знаем персонально практически всех наших потребителей и инвесторов. У нас есть система кураторства, это по действующим потребителям, и есть система тоже такого же
по такому же принципу тех инвесторов, тех потребителей, которые только хотят газифицироваться. Их, кстати, немного в республике, на самом деле, порядка 280 в год. То есть где-то в среднем это количество подключаемых потребителей. Мы их всех знаем и стараемся сделать все максимально возможное, чтобы в максимально сжатые сроки они стали нашими потребителями. О мерах государственной поддержки субъектов малого предпринимательства также выступили представители Госкомитета по предпринимательству и туризму, Управления Федеральной налоговой службы и Минзаимущества Республики. По каждому вопросу повестки заседания в качестве обратной связи с предложениями выступили собравшиеся предприниматели. Как показывает практика, подобные встречи имеют эффективный результат, и деловое сообщество к ним проявляет все больше интереса и внимания, подытожил Сергей Новиков. Предпринимателям была предоставлена возможность задать интересующие их вопросы непосредственно в ходе работы проектного офиса. А также было много откликов на онлайн-трансляцию. Желающие могли увидеть ход заседания в социальных сетях Facebook, ВКонтакте, а также на канале YouTube и на официальной странице Минэкономразвития. В завершении мероприятия состоялось подписание соглашения между администрацией городского округа города Сибай и обществом с ограниченной ответственностью «Кызылташ», производственной компанией, специализирующейся на выпуске керамических стеновых материалов. Кроме того, некоторым сибайским предпринимателям министр экономического развития Башкортостана вручил благодарственные письма. Ринат Музафаров, Айгуль Хамитова, Али Кадыров, Гульгина Раскильдина, телекомпания СТВ.